Добрый вечер. В эфире программа «Не пропусти главное». Здравствуйте, уважаемые телезрители. Как один из вариантов выхода из сложной экономической ситуации, эксперты предлагают гражданам открытие своего дела, своего бизнеса. Кризис, как это ни странно прозвучит сейчас, открывает новые возможности для развития. Многие хотят открыть собственное дело, но не у всех это получается. О том, как открыть собственное дело и что для этого нужно, поговорим сегодня в программе. А для начала посмотрим видеоопрос, который провели в городе Якутске. Вы бы хотели открыть свое собственное дело? Нет, уже нет. Ой, не знаю. Нет. Я бы хотел, да, лично. Нет. Нет, я врач. Да? Да, особо нет сейчас. Почему? Ну, есть хорошая работа. Пока не могу ответить на этот вопрос. Думаю, что нет. Пока нет. Надо подумать. Да. Конечно, да. Нет, конечно, хотела бы. Ой, хотел бы, наверное. Ну, конечно, хотел бы. Я? Нет. Да, конечно. Хотел бы, но уже поздно. Нет. Да, конечно. Да, вполне. Если бы вы открывали свой бизнес, что бы это было? Может, развлекательный какой-нибудь центр или клуб. Салон красоты? Ну, конечно, алкогольная продукция. Не знаю, клиника. Фотографирование, дизайн, полиграфия. Может, что-то консультационное. Что-то связано со строительством. Ну, по профессии было бы. У меня профессия ювелира. Ну, изготовление и торговля мебели. Что-то связанное со строительством. Реализации научных своих проектов, может быть. Может быть, оказание услуг по теме исследования населению. В сфере общепита, что у нас в Якутске не хватает. Ну, все строительство, наверное. Производство полуфабрикатов, мяса, колбасы. Типографское, наверное. IT-технологии. Это более, спрос на это дело. За этим будущее. Услуги туристические. На север Якутии возить туристические группы. В эфире «Не пропусти главное». Мы сегодня будем говорить о вопросах организации своего дела, своего бизнеса. Добрый вечер, уважаемые гости. Павел, смотри, какая замечательная у нас компания молодая, собралась. так сказать, и Да, очень креативная. Это очень приятно. Вот сейчас только что посмотрели видеоопрос, и как бы вы хотели откомментировать? Ну, добрый вечер, уважаемые коллеги, друзья, телезрители. Действительно, вопрос создания своего бизнеса – это вопрос непростой, не праздный. Потому что в первую очередь, когда человек решается на организацию бизнеса, это в первую очередь риски, да, и ответственность. Потому что туда возникает, как вот юристы нам мне помогут, все действие права возникает, да, поэтому это в первую очередь, во вторую очередь все-таки моральный барьер, да, то есть потому что решиться на создание бизнеса это все-таки такой шаг, скажем так, выйти из коробки, да, сейчас очень модно говорить об этом. Но, на мой взгляд, сегодня, в том числе и государством, очень много делается дел для того, чтобы способствовать этому. Да? То есть, чтобы очень много институтов развития, которые помогают сегодня быть не одному, да, скажем так, на рынке и помочь пройти вот так называемую долину смерти. Да? Первые 3 года, самые сложные, когда формируется бизнес. Страшно вы назвали. Она называется долина смерти, так и называется. Да. 3 года, да? Потому что первые 3 года это уже мировой опыт, это не практика, скажем, России, это мировой опыт о том, что большая, скажем так, смертность именно компаний частных, да, именно в первые 3 года. Ну вот сейчас, либо через 3 года либо умер, либо как бы живой, да? Либо вышел уже. Вот сейчас, когда мы смотрели этот видеоопрос, я за вами наблюдала, очень интересно вы реагировали. Какие есть мнения вот по поводу того, как отвечали наши горожане? В общем, было очень много довольно молодых людей. Здравствуйте, коллеги. Я бы хотел сказать, что действительно вот открыть свое дело – это такой нелегкий шаг на самом деле, в жизни. На самом деле, из 10 дел, которые, допустим, человек хочет открыть, то есть 10 предпринимателей будущих потенциальных, они хотят открыть свое дело, действительно 2 человека только могут стать настоящим предпринимателем. Потому что все остальные 8… нужно прежде всего? А что нужно? Что нужно для этого прежде всего, чтобы действительно стать, может быть, не сразу успешным, но чтобы пошло твое дело? Терпение. Терпение и опыт, то есть не надо бояться ошибаться. То есть, когда вы пробуете, вы действуете. То есть, если вы не действуете, значит, у вас опыта вообще не будет. Соответственно, со временем приходит опыт. Я вообще, когда думал, что такое предприниматель, само слово, термин, то есть это предприимчивый человек.
Это же не обязательно в бизнесе должно быть. Вот если вы едете куда-нибудь далеко в Улус без запаски, вы очень рискованный. Вы едете с пассажирами, это еще ответственность. У вас спустило колесо. Вы же там не останетесь навсегда, значит, вы какие-то действия предпримете, чтобы как бы что-то решить проблему. Для предпринимателя, то есть человек, который ищет проблему, обосновывает ее и предлагает пути решения. То есть он делает, это вот сейчас очень модное слово стало социальное предпринимательство. То есть даже вот лично я считаю, когда человек производит хлеб, он же производит его для населения, для того, чтобы население покупало. Это уже социально, то есть социум. Вот. Ну и вообще сейчас очень модное слово стало стартап. То есть мы сейчас посмотрели, да, будущие стартапы. Но, к сожалению, не все могут стать предпринимателями. Вот мы посмотрели, там, я уже там поздно. На самом деле не поздно. 80% предпринимателей успешных, они приходят в бизнес в возрасте от 50 до 60 в этом возрасте. Сейчас очень популярно стало бизнес среди молодежи. Самая главная проблема – это отсутствие информации. То есть мы не знаем, информация где, именно. как это сделать. Да, абсолютно никто не знает, с чего даже начать. Есть Ну, огромное давайте мы с количество этого и сайтов. начнем, может быть. С чего начать? Да, Павел? У нас очень много институтов развития. У нас Республика Саха-Якутия среди субъектов Российской Федерации стоит на первом месте по развитию вот инвест-климата. У нас абсолютно есть. У нас есть технопарк на Дальнем Востоке, у нас есть венчурная компания, у нас есть центр, у нас даже Министерство предпринимательства есть. Бизнес-инкубатор есть. Бизнес-инкубатор. У нас вот самое главное то, что у нас Министерство предпринимательства есть. Не во всех регионах. Но об этом, это вы есть. думаете, никто не знает? Это же вообще вещи, которые регулярно Нет. муссируются. Знать и обладать информацией – это разные вещи. То есть я знаю, что есть Минпред, а чем он занимается, это уже дело другое. Ага. Какие у них государственные программы есть, какие у них есть условия субсидирования, как это все получить. То есть мы вот с ребятами, ну я вот лично занимаюсь именно общественным движением по развитию вот именно стартапов, да, бизнеса среди молодежи с 2010 года. Но это сложно на самом деле все это делать, потому что каждый раз что-то меняется, постоянно нужно как-то адаптироваться, потому что и законодательство каждый год меняется, и гражданский кодекс, все вот эти законы меняются, и нужно постоянно адаптироваться, и не все об этом знают. Я хотел бы вот тут немножко дополнить Тимура в том плане, сказали, что первое должно быть, да? Мне кажется, все-таки первичная должна быть идея. А дело в том, что вот как раз я, когда шел на передачу, я думал, вот как там, с чего начать бизнес, да? Все-таки все равно первичная идея. У нас даже в технопарке лозунг такой: идеи притворяем в жизнь, да? То есть должна посетить какая-то идея. Та бизнес-идея, с которой ты вот сегодня же называли, там, я хочу там заняться строительством, там, консультацией. Вот это первично. Я подумал о том, что в принципе есть несколько источников идей, да. На самом деле вот то, что у нас здесь присутствует продукция, да, это вот несколько примеров того, что вот технопарк, он нацелен, допустим, на научные разработки. Вы знаете, вы сейчас говорите, я так про себя думаю, я какой-то меркантильный человек, или, видимо, бизнесменом никогда не стану, потому что я всегда думаю, что первоначально нужны деньги, чтобы производить это дело. Нет, деньги приходят на идею. А вот, кстати, очень многих это и тормозит на самом деле. Да, Все считают, что... у меня есть идеи, но денег нет. Да. Ну, мне кажется, вот как раз венчурные финансисты, банки и бизнес-ангелы, они выстраиваются в очередь за людьми, у которых есть отличные идеи и которые могут реализовать ее. Хорошо, а какие примеры может привести вот, действительно отличных идей, которые были реализованы? Ну, отличная идея. Компания Souls Games, Манитона, Ушницкий, Афанасий, Алексей, которые вдруг внезапно решили производить игры компьютерные. Никто же об этом не думал. Вот. Они производят компьютерные игры, продают их по всему миру. Находятся на Дзержинского, проспект Ленина, 55. У них 100 программистов, они работают, продают. Идея. Бизнес-ангел у них был Петр Степанович Федоров, директор компании Apple Diamond, который вложил первые 400 тысяч в первую игру их. Пожалуйста, сегодня это успешная компания, у которых офис в Сан-Франциско, в Сингапуре. Но, это все-таки единицы, наверное. Почему единицы? У нас 32 IT-компании. А давайте вот у нас же тут есть молодые люди. Я вот хотела... Добрый вечер, уважаемые телезрители. Меня зовут Виктория, сервисный центр Дархан. Можно на моем примере? Я начинала вообще с нуля. Денег у меня не было, у меня было только желание и идея. Желание и идея. Да. Чаще всего идея, которая действительно выстрелит, да, ну, то есть вот, пойдет прям как локомотив, это то, что мы любим. Или то, где у нас большое разрешение, то есть то, что мы знаем. То, что мы можем делать. Да. Изначально был кадровый центр. Никаких вложений. То есть мы делали подбор персонала для многих компаний. И причем сделали это успешно, потому что у меня уже был определенный опыт общения с людьми, психологический опыт и так далее. Затем мы центр Дархан. 100% предоплата. Мы не вкладываем свои деньги, и люди не рискуют, потому что для нас самое главное – это
обслуживание клиентов и честность. То есть, ну, очень часто бывает, как в бизнес-молодости говорят, да, стрелочка, кружочек и квадратик. Стрелочка – это клиенты наши, да, кружочек – это обработка, и квадратик – это уже непосредственно сам товар. Очень часто еще, когда открывают бизнес, есть стрелочка, есть кружочек, нет квадратика – это мошенничество. К сожалению, в Якутии вот это тоже есть, ну, как и во всей России. Есть идея, собирают деньги и уходят. Вот. Из-за этого очень многие боятся открывать свой бизнес. Но это неправильно. Если есть желание, если ты понимаешь, что что-то нужно делать, значит, действительно нужно делать. И нужно встать и делать хоть как-то. Да. Делать как-то. Прийти, сказать, вот у меня такая идея, помоги мне там. Вот, допустим, как нам приходит бизнес-клуб. Вот у меня есть хорошая идея, я хочу вот это сделать, реализовать. Как? Я говорю, как? Ну, как ты думаешь? Ну, наверное, надо начать звонить. Начинай звонить. Начали звонить, пошли клиенты. А что делать? Делать, что хотел. Все. Пошли первые клиенты, первые деньги. Идет, работает, все. Я Вот. знаю, что вы семейная пара, да, с Евгением? Евгений. Да, мы являемся семейной парой, также бизнес-партнеры. На самом деле начали в кризис. Начало, ну, скажем так, не было тяжелым. Мы вообще стали лидеры по Якутии среди 35 конкурентов за 2 месяца. Вот, скажем так, мы применили просто те навыки. У нас были до этого бизнесы. Что-то у нас стреляло, что-то не стреляло, но мы не сдавались прежде всего и пришли вот к этому. Сейчас мы считаемся номером 1 вообще по Якутии. Это компания Automatics. Мы занимаемся автоматическими воротами, автоматизацией. И к весне мы планируем вообще запустить собственное производство здесь, в Якутии. Почему собственное производство? Потому что очень долго вести, а иногда для многих строительных компаний время решает все. То есть нужно, да, прямо вчера, На месте позавчера, это, говорит, нужно было. А если на месте мы это делаем, то все, в течение суток, 2, все будет сделано. И ну, зачем отдавать деньги кому-то, если их можно оставить здесь, у нас в Якутии. Вот это самое главное. Всем добрый вечер, меня зовут Алина. Я хотела бы немножечко Анатолия Скалоныча и Викторию, ну не то чтобы поправить, дополнить. Все люди, которые были опрошены, у них у всех была идея, было желание, но нет собственного бизнеса. На мой взгляд, бизнес начинается не с идеи и желания, это компоненты, неотъемлемые компоненты. Бизнес начинается с принятия решения. Имея желание и идею, можно принять решение. Но можно принять решение, имея чью-то идею, скопировав чью-то идею. Все такой. Нет, можно неохота, желать, но буду. Нет, можно желать, да, Такой, не имея собственной какой-то гениальной идеи. Ее можно скопировать. Да, Это копирайтинг, нормально. кстати, да, копирайтинг это один тоже из успешных бизнесов. Единственное, что он недолговечен, потому что это копия, чья-то копия. И у тебя нету такого запала и нету понятия твоего вектора на 5, на 10, 15 лет. То, о чем говорит сейчас собеседник, да, наш, ну, действительно это так. Получается, многие из тех, которых мы опросили, у них есть какие-то идеи, у них есть желание, но они не принимают решения идти в бизнес. Боятся. Либо они там слишком старые, либо они что-то боятся. Просто От чего боятся? Страхи, да. Страх Да, перед моя чем? знакомая сказала, Страх неизвестности. что движет теми людьми, я спросила ей, как ты думаешь, что движет теми, кто хочет действительно открыть свое дело? Она говорит, ну прежде всего страх быть бедным. Вы как считаете? Все-таки это самая главная мотивация. Нельзя бояться. Или нет? Я же говорю, Вообще, деньги, бедности деньги, бояться деньги. нельзя. Бедность это вообще хороший лакмусовая бумажка, да. Человек, который заработал один раз, там 100 тысяч, 200, 300, он упадет, разорится, но он заново заработает. Это Стив Джобс, да, ну как бы человек, который несколько раз вообще был, так сказать, в нищем, но встал и пошел. И, к сожалению, это может далеко не каждый. Поэтому многие боятся. Ну, как говорится, волков боятся, в лес не ходить. Добрый вечер. Меня Сергей, хотел бы дополнить моих коллег. Дело в том, что предприниматель, как сказал Тимур правильно, это человек действия. Да? И нельзя стопориться на том, что у вас нет денег, есть идея, хорошая идея, но денег нет. Деньги – это всего лишь один из ресурсов. Инструмент, да. Это только инструмент. Но очень важный, Но нет? это Виктория не самый говорит, что важный это не самый инструмент, на важный. самом деле. И такие инструменты, такие ресурсы, как общение, да, как знакомство, они не требуют денег. Чтобы познакомиться с человеком и начать знания, да, которые либо получили, либо в образовании, либо в общении как раз-таки с людьми. Информация. То есть самое главное – это не деньги, это ресурсы. А деньги – это только небольшая часть ресурса. Вот, наверное, мои коллеги не дадут мне соврать, что когда мы открывали свои бизнесы, да, у меня юридическая компания, я ее открывал с нуля. У меня не было, я закончил учебное заведение, у меня был какой-то небольшой опыт, все. Кроме опыта и диплома в кармане у меня ничего не было.
Желание. Желание, да. Было огромное желание стать самостоятельным финансово, да? Мотивация была хорошая. Поэтому предприниматель — это человек действия. Если человека стопорит отсутствие денег, ну, наверное, ему не стоит пробовать. Потому что деньги — это понимаешь, не барьер. юридический бизнес, ты занимаешься тем, что добываешь деньги своей головой. Да. Собственно говоря, у тебя интеллект это является твоим, собственно, первоначальным Это капиталом. и есть ресурс. Нет, принципе, это первоначальный любой бизнес капитал. это голова. Понимаешь, тебе не нужно, в принципе, изначально ничего, у тебя есть определенный капитал. как это Тебе еще? есть чем Кабинет для нужен. работы. Тебе есть чем Его работать. нужно арендовать? Нет, я вообще говорю. Нет, арендовать. Ну, если Если прав, принципиально действительно, если подходить к принципиально вопросу. прав, Анатолий. Нет, арендовать понятно, но вначале можно заработать первые несколько, выиграв там там не дела, столько большие деньги, обслужив и да, так далее. Можно Вот секрет появляются открою? деньги. В Откройте любом случае, один большой конечно, секрет. нужны Все ресурсы. думают, извините, что перебиваю, Да. да, все думают, что нужны деньги, первоначальный капитал, нужен офис. Ничего подобного. Не нужны деньги, не нужен офис, нужен телефон. Все, телефон есть у каждого. И что с этим Верно? телефоном Павел, делать? Звонить. В принципе, даже телефон не нужен. Ресурс — это мозг, то есть вот. Для определенного вида бизнеса. Да, можно потрындеть, да, как говорится, своим знакомым сказать, вот у меня классная идея, короче, я буду шить там, например, мягкие игрушки. Тебе скоро день рождения у ребенка. Нужны игрушки? Да, нужны, все. Предоплата. Взял, пошил, То есть деньги-то продал. нужны все-таки. Так ты их берешь, 100% предоплата. Ты не свои Понятно. деньги берешь. На самом Понятно. деле первый ресурс, который появляется у человека, который хочет здесь сделать бизнес, это идея. Идея — это тоже ресурс. Идею, написанную на листке бумаги, можно продать. Хорошо. Можно А под если, неё получить допустим, деньги. нету идеи? Вот Да, вот действительно очень часто бывает, и даже Хорошо. задают Вот такой я вопрос, хочу бизнесом откуда заняться, взять вот идею, можно взять где деньги. ее взять? Ну, Тимур, давай скажи, Знаете, я я потом... вот был в Израиле, да, и знаете, это очень... Я Тимур, я был в Израиле. Нет, дело не в Планируем. том, не в этом. Там очередь инвесторов за идеями. То есть есть идея, и там стоят очередь инвесторов. То есть у них всех есть деньги, и они не знают, не то, что не знают, куда девать, они хотят вложить в этот проект, и человек с идеей сидит и выбирает, кому же мне, у кого же взять деньги. Да. То есть у нас, к сожалению, такого нету. У нас идеи, они вот остаются внутри. То есть мы хотим, горим, можем, но не говорим об этом. Я не просто делаем, хочу точнее. сказать чуть больше. Дело в том, что на самом деле настолько климат стал, вот настолько все сейчас стало очень просто, да, в каком плане? Сейчас же есть франшизы. Сейчас на самом деле у того же вот Сбербанка, вот коллеги молчат, но я думаю, что они все скажут, есть целая программа по франшизам. То есть ты приходишь просто, выбираешь идею, то есть ты ее не должен придумать. Просто вот франшиза, и банк дает под эту франшизу деньги. Ты просто должен взять на себя ответственность, я почему про это говорил, и, рискнуть ну, начать работать, да, соответственно. То есть вот у меня, допустим, есть пример, вот компания Сушсинтез производит, да, Михаил Красильников производит автохимию, честную продукцию там, для ЖКХ и прочее, прочее. Там. Сейчас они разработали еще 2 новых продукта, тоже очень интересных, Экономист и еще другой. Но это казанская франшиза. То есть он нашел людей, которые продавали франшизы, все, взял по франшизе кредит и начал производить. И он был первый и единственный на рынке, и сейчас до сих пор он единственный на рынке Якутии. Да, Пришел всё- в технопарк, взял помещение, соответственно, начал производить. Да, все верно. Сейчас Сбербанк предлагает широкий спектр линейки кредитов. Я также хочу посоветовать молодым предпринимателям, начинающим, не бояться кредитов. Ведь это эффективный инструмент развития Как предпринимательства. же им не бояться, у них ипотека. Сейчас Ипотеку же по взяли? ипотеке уже ставки снижены. Вот. И сейчас Сбербанк действительно предлагает хорошие перспективные условия. То есть есть список франшиз, правильно же, да? То есть, Конечно. которые российские франшизы. Да, у нас есть отдел, Центр развития бизнеса, именно он находится на Кирова, 29, куда может обратиться любой предприниматель к финансовому аналитику и полностью, где расскажут, как, из чего нужно начать вести Да. свое дело. И второй момент. Если, окей, вам не нравится франшиза, то есть почему я должен работать по франшизе? Я хочу что-то уникальное. Вообще нет проблем. Есть сайт Сахареестр называется, sahareestr.ru. Там собраны все разработки наших институтов, наших институтов Сибирского отделения РАН. И все победители Умника, все победители грантов, то есть все те, которые разработки есть, патенты, Да, различные извините, я сейчас ГЕОКры. перебью. Да. Давайте мы сейчас на То есть- рекламу остановимся, потом продолжим наш разговор. В эфире программа «Не пропусти главное». Мы говорим о вопросах организации своего дела. У нас есть звонок, давайте мы его послушаем, ответим. Пожалуйста, говорите, вы в прямом эфире. Здравствуйте.
Добрый вечер. Здравствуйте. У меня такой вопрос. У меня есть идея, но я человек не технический. У меня не технические мозги, а идеи технического характера. Где, когда, кому я могу ее представить, кто мне поможет ее продвинуть, как ее могу продать? Спасибо. Спасибо. Виктория, пожалуйста. Есть хороший инструмент, когда ты сам не знаешь, нужно просто делегировать человеку, который это знает. Если у вас есть кто-то знакомый, кто может это раскрутить? Нет, вот я так понимаю, что, видимо, нет, поэтому он и возник раскрутит, такой и сам вопрос. деньги начнет К кому зарабатывать. обратиться, да, На самом деле, за помощью, на самом за деле, поддержкой? Вот у нас. да, можно прийти действительно в технопарк. Дело в том, что одна из задач технопарков, это во всем мире, это не только в нашем технопарке, это как раз синергия. То есть у нас очень много людей собирается в технопарке, как раз технической направленности. И вот когда собираются команды различные, да, вот, у кого-то есть идея, кто-то технически подкован, у кто-то есть деньги, вот они собираются в технопарке и начинают производство. Поэтому вот одна из задач технопарка это сбор команд. Да, поэтому, пожалуйста, приходите в технопарк, сайт наш известен. А как приходите? Это можно просто прийти и Конечно. обратиться прямо вот с этим же вопросом, и Можно- там этого можно человека стать не отправят и резидентом не скажут, технопарка, идите. Да. познакомиться с друзьями, познакомиться с другими резидентами Мы состыкуем, технопарка, да. получить опыт, и уже самому уже делать никто не нужен будет. А можно обратиться к нам в бизнес-клуб. Сейчас Можно Тимур обратиться расскажет. в наш бизнес-клуб. У нас есть... Да, вот давайте чуть подробнее о бизнес-клубе, чем вы там занимаетесь. Да, Да. можно, я даже сколько у нас бизнес-клуб существует примерно, я уже даже не помню, просто работаем и работаем. Общественная организация, можно сказать, движение бизнес-клуб это для молодежи, Smart Biz называется, это является частью новаторского движения. Цель какая? Доведение для населения информации о том, что происходит в мире не то что бизнеса, а в мире поддержки бизнеса. Как получить, где получить, зачем вообще это нужно, как правильно поставить цель. То есть если человек работает без цели, то он не знает, зачем просыпаться утром. И вот все вот эти моменты, наш бизнес-клуб, мы сейчас разрабатываем сайт, то есть буквально там сколько... Через сколько у нас сайт будет готов, Вика? К концу декабря, до 20-го мы должны все сделать. Да, то А есть, также у нас сейчас, извини, вот сейчас вот я расскажу, мы разрабатываем сайт, и технопарк нам помогает. Это мы все вместе делаем, то есть поодиночке мы это сделать не сможем. Верно. Мы создаем сейчас краудинвестинговую платформу, то есть вы можете на сайт подать заявку со своей идеей, искать инвесторов. То есть я вот сижу дома, допустим, News КТ читаю, там тук-тук-тук, туда-сюда зашел на сайт, о, идея, подать заявку, я хочу там сделать какой-нибудь бизнес, написал. Люди заходят, смотрят. Это типа кикстартера. Типа это и есть Да. кикстартер, только мы Только делаем, наш местный. это местный. Всё А где правильно. инвесторы-то бегают? Я вот не могу понять. Вы Инвесторы- говорите, Они живут инвесторы, рядом. да? Везде Это вообще, соседи везде. ваши, вот вам наши. 4 инвестора сидят. Вы знали про это? Никто не знал. Нет, не знаю. Да, у И нас никто, вы есть никогда еще- никто не скажет, я инвестор, там, у меня есть деньги, там, куда там мне деньги. Вот мой номер. Вот мой номер Хорошо, звоните. Это нужно инвесторы ходить, должны нужно быть ходить, собственные кричать с инвестиции. идеей, делать что-то, делать. То есть, если не делать, точно ничего не будет. Вас заметят, рано или поздно вас заметят. Да, это Так, Бог, говорится, да. чтобы вас услышали, нужно что-то сказать. Да? Тем более, так еще, у нас еще есть замечательный проект, который мы запустим со следующего года. Мы возьмем полностью стартап один и доведем от нуля до получения первых денег. Полностью. Он будет под нашим... Да, это акселерационная программа. Да. У нас есть еще телефонный звонок, давайте послушаем. Пожалуйста, говорите, вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Алло? Здравствуйте. Добрый вечер. Существуют ли какие-либо угрозы криминального характера со стороны конкурентов или каких-либо других преступных организаций? Ну, понятие. Можно я, Да, как пожалуйста. Крыша у вас владелец есть, юридической Сергей? компании, расскажу немного по этому поводу. Но дело в том, что в настоящий момент, поверьте практикующему юристу, да, что бизнес можно осуществлять в нашей республике относительно спокойный, не боясь, что, не знаю, там конкуренты сожгут вашу машину, увезут вас в багажнике. Да. Более того, на самом деле правовая среда для создания своего бизнеса, вот уже к юридическим вопросам идем, да, она на самом деле достаточно благоприятная. На сайте налоговой вы можете подать заявку на регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя. Делается это очень элементарно просто, все пошагово ясно. Я уже нескольких так клиентов своих зарегистрировал. Да? Поэтому криминала, скажем так, ну, в том плане, который эхо 90-х, у нас нет. Да? И здесь комфортные и юридические условия
для бизнеса в Якутии, да, и, скажем так, обстановка, что называется, оперативная, она достаточно спокойная. Но с другой стороны, как только ты регистрируешься в качестве индивидуального предпринимателя, ты сразу же автоматически становишься должен пенсионному фонду. Сейчас Ну, это ж сколько? понятно, да. 1018. Нет, да. Хотя ты еще ни рубля не заработал, да? Сейчас, скажем так, я попытаюсь ответить, да, на ваш посыл. Каким образом? Вот первое – это идея. Вот женщина, которая первая звонила, у нее есть идея. Идея есть, окей, это первый ресурс. У нее нет человека, который имеет технические познания рядом. Второй ресурс ее должен стать не деньги, опять же. Человек, который имеет технические познания. Вот его ресурс должен стать ее ресурсом. А как защитить тогда свою идею? Вот и у нее есть идея, да, она рассказывает ее, допустим, о технопарке Якутия. А технопарк Якутия говорит, это хорошая идея, а может Мы быть... помогаем его запатентовать. Ну, Да, помогаете. У нас есть инструменты, Так. все инструменты по... И помогаете потом найти... Наша задача как раз технопарка. На самом деле технопарк, вот, на мой взгляд, должен быть даже не один, их должно быть. Вот есть финский город Оулу, это город технопарк вообще. То есть на самом деле государство создает возможности для ведения бизнеса, потому что там, самое главное, очень дешевая аренда, то есть ты буквально там копейки стоит, ты зашел и начал что-то делать. Тебе все инструменты, вот то, что коллега сказал, что у нас, поверьте, в технопарке люди занимаются только производством, потому что все проблемы по сдаче отчетности, там, по ведению бухгалтерии, это все решают аутсорсинговые фирмы. И это все дешево стоит. Патентование идеи, сертифицирование товара, доведение ее до промышленного образца, это все делается. Вот для меня, допустим, если бы мне это рассказали бы там 5 лет назад, я бы был в шоке вообще. Но это все работает. Вот то, что я как раз мысль-то не закончил, я хотел все-таки передать нашим коллегам Арктическому инновационному центру. Дело в том, что когда мы говорили про где подчеркнуть идеи, вот я сказал про институты наши, где есть инновационные разработки, они есть, поверьте мне. И, конечно, огромная кладезь. Вот почему стал возможен вообще технопарк в Якутии, я считаю, потому что у нас есть федеральный университет, где 20 тысяч студентов, где там 3 тысячи работников и очень-очень много идей. Вот Арктический инновационный центр один из источников для нас постоянных резидентов. Вот коллеги здесь. Кто у нас здесь, да. Да, вот про АИЦ упомянули. Меня зовут Майя. Я как раз-таки являюсь представителем Арктического инновационного центра нашего университета СФУ. И вот хочу отметить то, что нашей миссией АИЦ является создание такой экосистемы инновационной, в которой бы развивалось инновационное предпринимательство среди студентов именно, так как мы являемся структурным подразделением университета, мы очень большое внимание уделяем развитию неких таких способностей у студентов, которые могли бы подтолкнуть их к открытию своего дела. То есть это является началом начала. То есть студенческая а есть какая-нибудь статистика, сколько студентов, скажем, стали предпринимателями? У нас есть студенческий бизнес-инкубатор «Орех». Сейчас, на данный момент, у нас 18 резидентов. И из года в год, даже из месяца в месяц, их количество пополняется. То есть статистика такова, что сейчас таких студентов, у которых есть решимость, желание и какие-то уже свои идеи и проекты, становится больше. И это очень положительная динамика. Вот. Также насчет научных разработок, вот Анатолий Аскалонович тоже упомянул их. Хочу сказать, что мы работаем с сотрудниками СФУ непосредственно, у которых есть множество вот научных проектов, каких-то своих результатов интеллектуальной деятельности, благодаря которым они могут открыть малоинновационное предпринимательство. Они открывают свое предприятие у нас в СФУ, и мы помогаем им развить вот эту вот именно свою инновационную деятельность. Мы оказываем им информационную поддержку, то есть рассказываем как раз-таки, вот коллеги сегодня упомянули тоже тему недостаточной информированности. Мы вот пытаемся тоже решить эту проблему, уведомляем, ознакомляем студентов, наших уже директоров малых инновационных предприятий о том, что существуют какие-то гранты, разные конкурсы, где они могут показать себя, получить какой-то положительный опыт и, возможно, вот выиграть эти гранты, которые помогут им осуществить свое вот, дело. Проблема в том, что в эти гранты никто не верит, да, что их возможно выиграть. На самом деле зря. Зря не верят, потому что вот в технопарке недавно прошло награждение конкурса «Умник», фонда Бортника, да. По 400 тысяч раздали ребятам, которые
Причем это не наши деньги, это федеральные деньги. Вот технопарк является представителем нескольких фондов. Один из них является фонд поддержки малых форумов в научно-технической сфере, так называется, фонд Бортника. У них есть программа «Умник», программа «Старт», программа развития, и там очень спокойно можно только на идею НИОКРа для реализации 400 тысяч получить на начальном стадии, не имея никакого юридического образования даже, то есть юридического лица, то есть как физлицо. Потом ты через «Умник» можешь выйти на старт, где там 6 миллионов дают уже. И дальше на развитие 15 миллионов. Это федеральные деньги. Вот, к слову о грантах, да, вот у нас, допустим, Алина наша выиграла грант. Пожалуйста, да, вот она. У нас есть украинское землячество, мы тоже выиграли недавно грант. То есть, в принципе, грант может выиграть любая организация. А расскажите, какой грант вы выиграли? И о чем? У нас была такая идея замечательная, фестиваль «Веночек». То есть славянских культур. Это не бизнес. Это не бизнес, это просто общественное. Вот у Алины именно как бизнес, да? Давайте про тоже, бизнес. но это в основном Тоже социальный. Но они ждут... тоже Нет, не бизнес, просто социальная информация. Социальный грант опять же, все-таки поставлен. информация определенная, да, которая... Давайте про венчурный. Вот у нас Тимур тоже грант Вообще выиграл, слово тоже гранты это социальный. всегда социалка. Не бывает грантов для бизнеса. Это просто это бывают субсидии по фактическому возмещению затрат. Да. Вот по поводу СФУ я бы хотел добавить, что вот я являюсь еще заместителем генерального директора венчурной компании «Якутия». Вот, и мы совместно с СФУ в прошлом году для студентов провели акселерационную программу «Идея на миллион». Там было свыше 96 заявок ровно было. И победитель один выиграл 1 миллион на идею. Только идея была, да? У них Только была идея. «Умный дом». Понимаете? Очень хорошая. То есть это энергоэффективность, то есть это полностью хорошая идея, полностью упакована. Более того, у них был прототип. У них еще и прототип был. был. Они уже получили эти деньги, они уже работают, у них уже есть компания, они студенты. И сегодня они пришли в технопарк уже. И сегодня они уже в технопарке. Также они эту идею расширили, они стали победителем на Саха-Селигере, на направлении молодежного предпринимательства. То есть они ищут дополнительно. Это же не, они получили там, ну, не такую сумму, чтобы взять и все сделать. Это для них статус, признание. Статус и старт. Признание для предпринимателя это больше, чем деньги. Это хорошая поддержка. Да, вот по большой опять же, части мы до идея, сих пор которая говорили о получает. молодых людях, да, но в начале нашего разговора, да, Тимур, по-моему, вы сказали о том, что больший процент это как раз люди после 50 до 60 лет, открывающие свое дело. Каким видом бизнеса чаще всего эти люди занимаются? И, может быть, есть какие-то реальные примеры интересные? Это уже серьезный бизнес, это производство, это какие-то инфраструктурные предприятия, это вот большие акционерные общества, ну, то есть люди, обладающие репутацией, авторитетом, они собирают вокруг себя очень большую команду, потому что одному очень сложно работать. Должен быть юрист. Вот у нас очень большая команда в бизнес-клубе, поэтому у нас что-то получается. Каждый знает, что делать. И, ну, вот, честно говоря, я не мониторил, чем занимаются люди бизнесом 40-50. Мы мониторим. Вот, я думаю, Анатолий Да, мы скажет. мониторим среди резидентов. У нас 86 компаний, в том числе и в Нерюнгри. У нас есть филиал. И я вам могу сказать, что действительно Тимур здесь прав, потому что у нас это заблуждение, что идут стартапы только молодые. Потому что вот на самом деле взрослые люди, особенно там тоже к 50 годам, как Тимур сказал, они обладают огромным багажом опыта. Вот тот ресурс, который коллеги говорят, опыт, знания и связи, да, что немаловажно. Поэтому очень много людей у нас приходит с институтов. И вот, допустим, вот проект Саха-Нефтебиосорб, это проект вышел из стен Института проблем нефти и газа республиканского. То есть это вот как раз коммерциализация. У них в проекте 18 патентов. Они победители прошлогоднего конкурса «Инновационная Арктика». Всероссийский конкурс, там было 170 проектов, они заняли 2-е место. В этом году взяли. Это, вы знаете, что у нас республика начала активно добывать углеводороды, то есть это нефть. Вот. И тоже, что касается и перевозки нефти, и транспортировки нефти, это сорбенты, позволяющие, скажем так, быстро реагировать и решать экологические катастрофы различные. То есть розлив нефти и прочее, прочее. На основе бактерий, на основе местного сырья и прочее, прочее. Это очень серьезная инновационная разработка. И сегодня мы наладили производство в технопарке. Но это вот для этого нужны определенные знания. Вы говорите о том, что этот проект вышел из института Соран, по-моему, да? То есть там, я так понимаю, сотрудники этого института, они пошли создали дальше, малое использовали предприятие, вышли. А вот если человек сидит, вот, ну не знает, вот хочет заняться, да, вот, ну не знает, чем заняться. Какие сейчас какие сферы наиболее, наверное, ну, благоприятные для вот, развития? Насчет этого давайте я расскажу. Все не могут. Наверное, многие спрашивают себя. Драйвер.
как вообще начать? То есть есть идея, вот есть внутренняя. Вот самое главное, чтобы у людей Да, было мы эту внутреннее- цепочку как-то еще не продолжили, правильно, Евгений, вы говорите. Да. Идея есть, дальше. Вот внутреннее зажигание. Ну, наверное, многие смотрят, кто бы хотел бы вообще заняться бизнесом, вообще начать. То есть мы рассказываем, да, есть технопарк, можно прийти туда, получить поддержку очень крупную, если у вас есть идея техническая. Есть венчурная компания, можно получить капитал. Вот. Под идею. Да. Сначала я расскажу вообще, с чего стоит начать. Если есть идея, вот самое главное, вы будете зарабатывать деньги, если вы делаете это хорошо. Вот, например, допустим, я это не делаю, но, к примеру, я могу сделать вот такой столик. Классный, замечательный дизайн. Всем нравится. Если это делаю качественно, меня же купят в любом случае. Это мои первые деньги. Потом на эти деньги я могу там арендовать офис, нанять сотрудников, вжиться в рекламу, и постепенно развиваться. Делать много столиков. Делать много столиков. Да, Вот, к примеру. разных. Если есть такие люди, технические знания, например, это там химия, я в этом не силен на самом деле. Есть знания там что-то производить, что-то придумать, что-то инновационное. Советую лучше всего найти человека, который знает, что такое маркетинг и знает, что такое продажи. Делегировать. Скажем так, делегировать. Да, Виктория важный правильно момент. говорит. Вы умеете производить, вы знаете, как это сделать классно, но не знаете, как это продать, как это упаковать. Знаете, это можно как в целлофановый пакет наложить, там, порошка, а наклейки не будет, никто не купит. Вот. Для инновационного бизнеса я бы посоветовал идти в технопарк или вот в венчурную компанию. Там, скорее всего, есть акселераторы, которые могут помочь развиться. А есть еще, скажем так, кто хочет прямо сейчас стрельнуть, попробовать, у которого нет вообще технических знаний, это, например, бизнес-клуб. К нам можно прийти, мы можем посоветовать. К весне мы планируем вообще запустить акселератор. То есть человек приходит, например, с идеей или с желанием. У нас есть такие люди, вот как я сказал, человек-маркетинг и человек-продажа. Вот. И они просто делают так, чтобы ваш продукт покупали, а в последующем это вообще развивалось на Россию и СНГ. А у меня сразу вопрос, да, вы говорите, можете прийти к нам, мы поможем, мы расскажем, а какая мотивация у вас для того, чтобы вот люди шли в бизнес? В чем ваш интерес? Да. Хороший вопрос. В чем заковыка? Выгода есть всегда. Давайте будем честными. К примеру, он приходит к нам, мы говорим, что мы можем реализовать этот проект, и мы с ним, скажем так, партнеримся, то есть становимся партнерами. Мы вкладываем свои знания, возможно, деньги, если нам эта идея понравится. И после, то есть это, знаете, как вот, он попробует сам сделать без нас, он будет зарабатывать 10 тысяч. И это пройдет год-два, он, возможно, получит какой-то опыт. Или он придет к нам, мы сделаем ему результат за 2 месяца, но уже 100 тысяч он будет зарабатывать именно с нами. То есть мы, конечно, тоже будем зарабатывать, но мы ему сделаем результат, мы ему гарантируем то, что у тебя будет факт в данный момент. То есть, со временем он свою долю у нас выкупит, но мы как бы будем все равно какую-то часть возмещать себе. Не все, и это, скорее всего, даже не желание там наживы, заработать, нет. Это желание развить малый бизнес, да, средний бизнес. Потому что когда средний бизнес и малый умирают, то, к сожалению, чувствуют это все. И как бы чувствуем мы это, там, хлеб дорогой, допустим, квартплаты дорогие, одежда дорогая. Вот, чтобы этого не было, чтобы не было дефицита, да, вот все-таки мы как бизнес-молодость. Да, Ну, все же с этими мыслями этом начинают, отношении. однако в начале разговора, да, вот Анатолий Аскалонович сказал о том, что вот эти 3 года это просто страшная долина смерти, да? Действительно ли так, что после 3 лет выживают только 10%? Я скажу, больше через год они умирают без поддержки. А каким образом? 3 года надо семью кормить, детей содержать. Это же, вот это всех, наверное, это и всех вот и тормозит, останавливает, да, получается, это и тормозит. Вот страх неуспеха. Добрый вечер, меня зовут Григорий, я представляю также Арктический инновационный центр СФУ. Я бы еще хотел добавить еще одно заинтересованное лицо в развитии предпринимательства, это государство. Вот СФУ, вот Арктический инновационный центр СФУ реализует государственную политику в сфере развития предпринимательства, в частности, инновационного предпринимательства. То есть у СФУ, у университета есть множество возможностей помочь предпринимателям, также мы оказываем и юридическую поддержку при оформлении всех дел, оформления малых инновационных предприятий. Также мы оказываем маркетинговую поддержку, помогаем упаковать бизнес новый какой-то. Мы, конечно, естественно, берем на себя все хлопоты по оформлению патентов. Допустим, студент СФУ или там профессор может к нам обратиться, мы оформим весь патент, весь пакет документов, и будем подсказывать ему, как развивать, как упаковать бизнес, как его развивать. Потому что государству выгодно, чтобы развивались инновации, в частности, ну и, естественно, малое предпринимательство. Это
принята стратегия на данный момент развития инновационного производства в России до 2020 года. Вы смотрите программу «Не пропустите главного», и говорим мы о том, как собственный бизнес. И у нас есть телефонный звонок, давайте послушаем. Алло, здравствуйте, вы в эфире, говорите. Алло. Телефонный звонок есть у нас? Пожалуйста, говорите. Говорите, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Сейчас, вы говорите в основном про город Якутск, да, это хорошо, там много жителей. Алло. Да-да-да, мы слышим вас, говорите. Ага, много жителей, да, около 400 тысяч, еще пополняется, в принципе. Много потребителей того или иного сервиса, бизнеса. А вот что вы можете посоветовать тем молодым предпринимателям, которые хотят открыть свой бизнес в районах? В некоторых районных центрах, сельских особенно, да, население, скажем, около, от 3 тысяч и не больше 15 тысяч. И конкуренции в основных направлениях бизнеса хватает. Да, спасибо. Хороший вопрос, на самом деле, да? Давайте представим, что вот есть 15 тысяч людей у нас. У нас 400 тысяч в Якутске. Как думаете, сколько у нас конкурентов? У нашего бизнеса. У нас 35 конкурентов. Скажем так, к счастью или к сожалению, там 4 конкурента у нас закрылось. Это по нашей вине, скажем так, да. А вот Сергей говорил, все хорошо у нас конкуренция. Это по законной. Понятно. Нет, когда много конкурентов, это хорошо, там рыба. Скажем так, обороты гораздо больше. А теперь представим, что в селе, где 15 тысяч населения, давайте представим, что какая-то ниша бизнеса, к примеру, что там покупают? Продукты, одежда, сельхозпродукция. Интернет, к примеру, можно еще продавать. Не обязательно открывать то, что нету. Лучше открыть то, что есть, потому что это работает, это покупают. А то, что нет, это нужно активнее рекламировать. Или вообще открыть гипермаркет, все. Для этого нужны деньги хорошие. Созаемщики. Можно сделать. Ладно, основной ответ будет. Открывайте ту нишу, в которой есть большая конкуренция, и делайте лучше, чем они. Вот давайте представим то, что есть две наклейки. На одной написано «быстро, качественно, недорого». Звоните. И на второй «быстро, за 2 дня, качественно, 5 лет гарантия, недорого, от 15 тысяч». Звоните. Я думаю, выберут, наверное, вторую наклейку, скорее всего. И также мыслите, задавайте вопрос, чем я могу быть лучше, чем вот эта компания. Если вы будете повышать сервис, во-первых, вы будете понимать, как выиграть конкуренцию. Это как эволюция, знаете. Если у вас есть дополнительные способности, вы эволюционируете дальше, а вот старый вид, он, скажем так, умирает. Вы открывали бизнес в деревне? Да. Какой именно? Какой бизнес в какой деревне? Лично я нет, но у меня есть, скажем так, очень хороший знакомый, который занимается выездной продажей техники. Выездной продажей в деревню? Да. То есть они Нет, я про стартап из деревни. Стартап из деревни, но это, наверное, с сельхозом должно связано быть. Нет, ребята, 2 молодых человека, им было 22, второму 23, они взяли под реализацию сотовые телефоны, и в поселках они выезжали и это продавали. И причем они заработали очень быстро. А сейчас у них есть просто офлайн точки. То есть точечки есть такие. И причем они не отдельно арендуют, а они договорились с торговым центром, да, можно у вас там стоять? Или там с большим магазином. Насколько я услышал коллегу, человека, который задал вопрос, на самом деле районный центр это еще, куда ни шло, да, районный центр. Есть же там, на слега там 300 человек, 400 человек, там нет вообще рынка сбыта. Интернет. И там нет условий, скажем так, для, таких информационных источников, потоков, как у нас здесь в Якутске. Я коллегу очень прекрасно понимаю. Я единственное, что, на мой взгляд, да, посоветовал бы то, что на самом деле любой районный центр, где бы он ни находился, все равно есть, по крайней мере, мы с компанией Xstar, да, и стараемся проводить интернет, да, даже в самые отдаленные, но я к тому, что надо выходить на сервисы того же Центра поддержки предпринимательства, того же Технопарка, и мы готовы оказывать содействие вообще. То есть у нас есть стартапы из Усалданского района. А вам не кажется, что, я извините, перебью, в районах, в принципе, это схема ведения бизнеса аналогична 90-м годам, или даже конца 80-м. Купил
подешевле, продал подороже. У нас в Нюрбе есть стартап, который производит IT-продукцию и продает ее. А На что самом это? деле... А как называется? Компания ООО Qtech называется. Qtech. Да. На самом деле в Улусах, в Среднеколымске есть очень хороший стартап. Есть ребята, есть проекты отличные, которые... Я так поняла, что, отвечая на вопрос нашего телезрителя, вы советуете обратиться Да, в Центр я поддержки хочу дополнить. предпринимательства. Да, Добрый Ирина вечер, Владимировна, уважаемые чем бы вы телезрители. могли Да. помочь? Да, в дополнение коллег я хочу несколько слов все-таки рассказать о деятельности нашего центра. Я представляю Центр поддержки предпринимательства, который оказывает комплексную поддержку. Это прежде всего информационно-консультационная поддержка. Вот. Образовательная поддержка. В течение года мы проводим семинары, круглые столы, различные тренинги, биржи контактов. Ну и основной механизм – это финансовая поддержка в виде предоставления субсидий. Субсидии у нас предоставляются на конкурсной основе, на возмещение уже произведенных затрат в заявительном порядке. Кроме этого, у нас почти во всех муниципальных районах имеются на местах представители, к которым могут обратиться именно предприниматели, которые находятся на распутье, кто-то, может быть, что-то начал. Они занимаются консультированием, сбором документов для дальнейшей передачи по получению субсидий. Но у вас же есть представительство во многих вузах же, по-моему. Почти во всех. Да, почти во всех. То есть во всех. надо человеку, который позвонил, обратиться Да, именно конечно. к вам, может быть, даже... Могут обратиться к нам непосредственно. Мы находимся на Ярославского 3. Постоянно работает телефон горячей линии 8 800 100 58 80. Столько Ждем также консультантов, научную да, консультацию. и это здорово, но, Да. к сожалению, бизнес не растет, как хотелось бы. Кто сказал, что бизнес не растет? Не так сильно, как хотелось бы. Ну ладно. Мы, республика занимает... Это и есть отсутствие информации. Да, Да. республика, При республика таком занимает количестве первое место консультантов. по количеству индивидуальных предпринимателей на Дальнем Востоке. Понятно. Можно Ну, же есть развивать такие цифры, сферу да. услуг, не обязательно продавать. Многие думают, что я открою свой бизнес, я буду продавать что-то, допустим. А можно же просто сферу услуг развивать, составить конкуренцию ЖКХ. То есть всегда там чистые, трезвые, да, работу свою выполняют, дают гарантию. Грузчики, сантехники, чистые, трезвые электрики. грузчики. Это же тоже бизнес, это же тоже деньги. Но многие не рассматривают именно услуги. Производство. Мы говорили о том, Производство, что да. вот как раз кризисная такая ситуация, которая сейчас в стране, да и в республике, да, она наоборот способствует тому, чтобы люди открывали свой бизнес. Это действительно Совершенно так. верно, да. Вот Это Виктория мне действительно недавно так. открыла глаза на это. А ведь некоторые уже... У нее очень хорошая схема есть, чтобы понять, почему в кризис легко работать. Почему? Вот Почему? это вот на бумажке прям так нарисовать, и прям Да. вот действительно любому человеку будет понятно. То И есть во почему? время кризиса, вот Вика, может объяснить сама? Да. Ну, бумажки у нас нет, но... Хорошо, давайте представим, что бизнес вообще это вот шарик, да, который делится там вот часть большая, там большие компании, маленькие, ну и все меньше у каждого. Когда наступает как будто бы кризис в голове, да, потому что как бы не особо... Вот, часть маленьких сгорает, они закрываются. И приходит любой и начинает открывать все больше. То есть те, кто ушли, рынок-то остался все равно, потребность людей все равно осталась. Даже если она сузилась, да, но все равно она осталась кругом. И мы можем взять свою часть. Каждый человек может прийти и взять. Так он закрылся-то, потому что шарик сузился. Закрылся он потому, что у него случился кризис в голове, и он решил, что все, у меня ничего не получается, везде кризис, я закрылся. Мы в первую очередь сдаемся вот здесь, в голове. Вот экспортеры не считают, что сейчас кризис. Да. Наши якутские экспортеры начали зарабатывать ровно в 2 раза больше, чем раньше. Нет, Для них это не кризис. Здесь, ну тут... Это при Нет, санкциях, вообще, на самом деле, конечно, действительно в голове. вообще легко говорить, конечно, да, то есть на самом деле... Когда ты уже успешен, Да, просто, когда у нет, тебя уже все я позади. просто хотел сказать, что слово «кризис» не панацея. Это вот как у нас говорят, проблемы в ЖКХ, да? Общее такое название, а где конкретно там труба протекает, что у нас там, деньги не оплачивают, что, да? То есть кризис, в данном случае речь идет, наверное, о девальвации рубля, да? То, что в прошлом году рубль обвалился, доллар подорожал в 2 раза, на самом деле для производителей, тех, кто производит, это наоборот лучше. Потому что та же Южная Корея, у них там, по-моему, доллар стоит 1000 вон стоит. И они никогда не будут укреплять свою вону, потому что на самом деле для того, чтобы сохранить сельское хозяйство, местное производство, то есть дорогой импорт. Сегодня к нам в технопарк приходят даже люди, которые привозили раньше импортные товары, продавали их. И говорят, давайте вот подумаем, может здесь откроем бизнес, начнем производить здесь. Потому что производить стало дешевле. И рабочая сила в России стала дешевле, чем в том же Китае сейчас. Это удивительно звучит, но это так.
Поэтому кризис, время, возможности здесь я с У коллегами. нас миллиарды, к сожалению, Я вот нету. хотела сказать, А зачем нам допустим, миллиард? можно сказать, что слово кризис, да, вообще он неприменим. Я считаю, что японцы говорят правильно. Они не говорят кризис, они говорят, что это эпоха перемен, которая покажет, кто что может сделать. Кто лучше? Именно вот в эпоху перемен мы можем подняться так, что даже не мечтали об этом. Мы просто должны это делать. И делать хотя бы как-то для начала. Вот и все. Пару Ну, слов можно о да, поддержке конечно. предпринимательства? Ну вот, простите, на этом замечательном давайте посыле мы и закончим наш сегодняшний разговор, что кризис – это эпоха перемен. Я благодарю вас, что вы приняли участие в нашей программе. Увидимся через неделю. Спасибо всем. До свидания.